Дорогие преподаватели, ветераны педагогического труда, наши гости, родители, студенты, работники колледжа, все, кто присутствует в этом зале. Незабываемые, волнующие минуты бывают в жизни каждого из нас. Сейчас наступили такие минуты. Наступили минуты, волнующие для большинства собравшихся в этом зале. Торжественную линейку, посвященную празднику последнего звонка и встрече с выпускниками училища, разрешите считать открытой. Знакома ли вам песня, что прозвучала сейчас в этом зале? Не отвечайте на вопрос. Знакома ли вам песня, прозвучавшая сейчас в этом зале? Нет. Конечно, знакома. Это песня, ставшая гимном. Гимном студентов Огинского педагогического училища имени Героя Советского Союза Базара Ринчино. Училище, преобразованного в 1994 году в педагогический колледж. А исполняли ее сегодня выпускники 1995 года. Пожалуйста, вам слово, выпускники 1995 года. 141-я группа. Так,
зовут? Лидия Личиновна. Так. Ладно, все, билет туда. Как начался первый день учительствования новой учительницы в Агинском физколледже? Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ниже храбрый и воспитанный мы. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Радостным пацане. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Слово для поздравления выпускников 141 группы имеет первый А-класс. Дорогие наши выпускники, вы немало разных знаний получили, только кажется, порой учителям вы нарочно кое-что не доучили, чтобы поставить кое-что учить нам. Хлопаем, хлопаем. Наши первокурсники поздравляют выпускников 141 группы с завершением обучения. И дальше сундучки. Звучал и в исполнении 142 группы. Пожалуйста, вам слово. Мы, выпускники 142 группы, представляем наш класс. Мы живем в Агинском царстве, 142 государстве. В нашей дружной семье 31 красная девица и 1 богатырь. Заведует нашим царством государством распрекрасная царица Мария Гармаевна Башенова. Вступили мы в наше царство государство 4 года назад. И вот что мы имеем сегодня. Многие красные девицы нашли себе добрых молодцев, а единственный наш богатырь нашел свою красную девицу Елену Премудрую. 4 года мы живем в мире и согласии, помогаем ближним своим, делимся всеми радостями и печалями. И все эти годы нас настойчиво и требовательно учили всяким премудростям наши умнейшие мудрецы-учителя. И вот, набравшись ума-разума, и скоро выйдем мы в свет, чтобы постигать азы жизни и набираться опыта. Посвящается всем выпускникам 95-го года. Мы без 5 минут учителя. Промчались быстро наши годы. Звенит звонок, летят года. На первом курсе были мы когда-то. А помните, когда-то в первый раз зашли в распахнутый и светлый класс. Там были первые знакомства, предметы новые, учителя. Все было нам там интересно. И трудно было иногда. Но мы, студенты, все стерпели. И вот теперь мы без 5 минут учителя. Учителя с упорством нас учили, отдали нам немало сил. В итоге вот что получили. Сдаем экзамены и в добрый путь.
волнения, конечно. Перед вами весь 4 А, такой большой, открытый, шумный. Тут каждый будто на ладони, такой он весь изведанный. Тут даже и не нужен микроскоп, дотошно столь они уже изучены со всех сторон, и слева, и справа, и даже изнутри. Мы жили-были, бед не знали, учились в школе, не скучали. Но вот заканчивать 9 класс пришла пора. У каждого из нас был свой начертан путь. Покуда судьба, судьбинушка не соединила здесь всех нас. Нас 30 человек, ни много и ни мало. Такие разные и все же чем-то схожие. Одни веселые и шумные, другие просто строгие. И тут уже нельзя ничем исправить. Здесь есть девчата из Хангила, есть из Артуя и Гунея, из Урдаги и Будалана, из Хайтаги и Алханая. Сидят за партой 2 подруги из Зугалая и Ушарбая. Девчата топчинские есть у нас, и здесь же есть из Судунтуя. Представьте наш большой союз, союз одних девчат. Девчата здесь, девчата там. Парней у нас всего лишь 2, поэтому со свадьбами дела нас подкачали. Всего одну лишь свадьбу в училище сыграли. Не идеалы мы, но и неплохие. Бывало мы и доставляли вам хлопот, опаздывали и приходили на уроки не готовые, и вовремя зачеты не сдавали. И все ж о том, какие мы, не нам судить. И просим вас, не обессудьте, примите нас такими, как мы есть, и помните, что мы когда-то были. Наверное, нужно будет выпускникам 4 А и 4 Б классов оставить свои характеристики для оформления общеучилищного альбома. Для 4 Б класса приготовили свой сюрприз учащиеся 1 Б класса. Дорогие выпускники, говорят, вы были младшими когда-то и ходили дружно в 1 Б, а теперь краснодевицы с картинки. Посмотрите на себя со стороны. Нет? Все, поехали. Наши первокурсники, конечно же, мечтают тоже о таком дне. А дне, когда и они встанут на свою последнюю торжественную линейку. Тебе. Прежде всего, я, значит, всю ночь готовился. Сейчас вспомнил, как я поступал в 1 курс. Значит, я немного хочу остановиться на первом. Значит, сейчас, вспоминая свое юношеское время, я почти забыл слова благодарности, слова пожеланий своему училищу. Значит, первого от имени курса выпускников 75-го года разрешите преподнести подарок нашему педагогическому колледжу, что вы организовали такой прекрасный праздник, встречу, значит, и преподносим столовый сервиз.
вот сегодня, значит, нас присутствует более 10 выпускников 75-го года. Когда мы разбежались в 1975 году, это были маленькие девочки, сейчас они все дамы, директора школ, завучи и все большие люди. И все, почти все имеют высшее педагогическое образование. Но сейчас я как вспомнил, когда я 15-летним мальчиком пришел в 11-й колледж, я не умел ни говорить, ни петь, ни танцевать. И вот я сейчас смотрю, значит, как мальчики, значит, тут прямо с первого курса говорят. А я, значит, первый курс был единственный мальчик, поэтому вдвойне было мне тяжело. Часть была, наверное, в том, что первый год у меня был шок, потому что у нас в Чулутайской средней школе был мальчишеский класс, всего 4 девочек и 15 мальчиков. А когда попал обратно, значит, в одну класс девочек, у меня был шок. Но в то время очень меня сильно поддержали учителя, вот Лидия Ивановна, она прямо оберегала как своего сына. Я старался убежать, значит, были всякие моменты. Помню Владимира Гавриловича Стрельникова, который поддержал очень сильно. И много-много-много учителя, которые дали мне вот, и музыку, и искусство, и психологию. Вот недавно мы первые ученики, наверное, Раднаханды Цареновны. И так мы учились. Но класс был у нас довольно, я считаю, по нашим меркам. Лидия Ивановна сегодня говорит, значит, хороший класс был, но в то время она сильно ругала нас. Значит, ну, тем не менее, значит, я хочу особо отметить, значит, от Владимира Гавриловича, значит, и всех учителей, Григория Чиновича, вот Сергей Жамбалович, Клара Семеновна. И все же для меня всегда было, я сейчас тоже у меня студенты есть, я всегда студентам говорю. У меня был классный руководитель Лидия Ивановна, она мне говорила так. Значит, она много мне говорила, много учила, много, значит, напутствовала, потому что она, видимо, чувствовала, что парень, если сегодня струну потеряет, то, возможно, очень было бы серьезно. Но второе, значит, я не могу не вспомнить Наякшину Тамару Александровну. Потому что она всегда говорила: Володя, ты написал сочинение на 4, но я тебе ставлю 3. Поэтому, значит, сегодня я хоть везде и учусь, и сегодня, и работаю, значит, у меня всегда с письменностью не было проблем. Всегда в любом месте я считался более грамотным пишущим человеком. Поэтому глубочайше вот это. И одновременно я хочу отметить труд, значит, Доржагомбовича. Он нас любил учить прекрасно, любил учить самое красивое, рисовать, значит, это давало очень много таких внутренних импульсов. Сейчас я вспоминаю, значит, я могу, как философ и астролог, могу много и долго говорить, вот, чувствую, значит, время ограниченное, но я выражаю мнение многих моих однокурсниц, что в моей и в жизни моих однокурсниц всю жизнь, вот сколько я с ними говорю, везло на учителей. Что это значит везти на учителей? Просто вы, очень хочу, чтобы на будущее вы вспомнили, что я сегодня говорю, всю жизнь нам везло с учителями. Это самое-самое, видимо, большое счастье, самое большое достижение человечества – это вести на учителей. Учителя должны быть безгранично преданы своему делу, ибо, значит, их труд сегодня, конечно, очень труден, многогранен и требующий большого подвига. Вот недаром наш
педколледж носит имя звание героя. Я считаю, что любой учитель – это герой сегодняшнего времени. Спасибо за внимание. У нас отчет. Закончили в 1975 году в 4 А-класс 34 учащихся. Из них 33 девушки и 1 юноша. Классным руководителем была Новикова Лидия Ивановна. Наши выпускники работают в сфере образования в основном. Несколько человек из приехавших работают в других сферах. Из них отличников просвещения. Директора Кахандийской средней школы Балдалова Укмадаржиевна. Дамиржакова Талимир Медуповна. Учитель родного языка Агинской средней школы номер 1. Имеют звание старший учитель Цингуева Тамара Николаевна, учитель Агинской средней школы номер 3. Тамара Николаевна волнуется. Да, присутствует на встрече 14 выпускников. Было в начале, может, сейчас уже подъехали. 12 человек имеют высшее образование. 2 человека со среднеспециальным образованием. 12. Володя сказал, что русскому языку учили нас люди с большой буквы, преподаватели. И не случайно, конечно, многие из нас работают учителями русского языка и литературы. 1 человек работает учителем истории, 2 человека работают преподавателями педагогики и психологии. Раднахамда Цыреновна нас учила. Так, кстати, Раднахамда Цыреновна. Воспитателем дошкольного учреждения. В нашей встрече присутствует 2 директора. Это наш юноша Владимир Щедаржиевич и Хамадаржиевна Балданова. Да. Из наших выпускников 2 работают заместителями директора. Значит, Дыма Ренчиновна Жалсанова. И я тоже себя отношу. Так, кроме того, главные среди наших выпускников есть люди, которые работают в других сферах. Так, есть сейчас на встрече присутствуют главный специалист по делам молодежи. Встаньте, покажитесь. Да, главный специалист и начальник производства бытового комбината. Со словами, значит, приветствия выпускников, поздравления будет выступать Хамадаржиевна. Так, я еще забыл один момент. Из 14 выпускников имеет, так, 14 выпускников, я уже сказала, присутствует на встрече, имеет 43 ребенка. Значит, пока в нашей группе среди присутствующих мы имеем 43 ребенка. В итоге, значит, у всех собравшихся 43 ребенка. И 3 внука. Это по секрету. Вначале хочется еще добавить, что слово от выпускников 1975 года держали пока Бабу Лама, Агинского датсана, ректор тибетской школы, и Мадыгма Бадмаевна, все вы ее знаете, выпускница 1975 года, сейчас преподаватель нашего колледжа. Пожалуйста. Сегодня для Агинского педагогического колледжа, для всех присутствующих, для студентов, для учителей волнующий, радостный день. Училище прощается с еще одним выпуском. И от имени выпускников 1975 года
вам, дорогие девушки, юноши, выпускники и выпускницы 1995 года, разрешите пожелать вам всего самого хорошего. Сегодня вы написали сложно сочиненные предложения 4 лет в стенах этого колледжа. Вам оставилось поставить точку, сдать государственную аттестацию. Мы от имени выпускников 1975 года желаем успешной сдачи экзаменов, ни пуха вам, ни пера. Пришли поздравить выпускников 1975 года, учащиеся первого F-класса. Время, к сожалению, быстротечно. Год за годом пролетели 20 лет, но уверены мы все, что вы сердечно вспоминаете минуты прежних лет. Время, к сожалению, быстротечно. Год за годом пролетели 20 лет, но уверены мы все, что вы сердечно вспоминаете минуты прежних лет. И учащиеся первого F-класса вручают свои сувениры. Покажите, пожалуйста, всем. К выпуску 75-го года обращаются и выпускники. Вас и желаем вам успехов. Мы очень рады видеть вас в день нашего выпуска в стенах родного вам и нам, нашего училища. А еще сегодня у нас в гостях выпускники 1965 года. Люди, за плечами которых 30 лет трудового стажа. От имени выпускников 1965 года слово имею я. Потому что они очень волнуются и не хотят говорить. В 1965 году нас выпустилось 57 человек. Из 57 человек работают сейчас большинство преподавателями. Многие занимают, ну как и выпуск 75 года, ответственные должности. Конечно же, мы не такие шустрые, бойкие, но уже стали на подъем. Потому что, ну действительно, за нашими плечами 30 лет. Это не только стажа, но и 30 лет просто лет. Мы не такие худенькие, как выпуск 75-го года, но зато у нас побольше детей. Количество их мы называть не будем, количество внуков мы называть не будем, но мы вас 75-й год обогнали. В этом я уверена. Потому что у меня у самой 2 внука, ну и есть и еще внуки и внучки. В нашем выпуске 65-го года из 57 человек было 3 юношей. Валерий Иванович, я не ошибаюсь? Да. Было всякое. Было и такое, особенно на первом курсе, в середине первого семестра, когда девушки, а мы были бойкие очень, из резиночек, я не подаю пример нашим девушкам-первокурсникам, из резиночек скручивали вот эти вот бумажечки тоненько
и стреляли в юношей. Мы так пытались обратить, каждый из нас пытались обратить на себя внимание. Но, увы, только двое из наших учащихся поженились. Сейчас они живут в Чите. Это дружная пара. А остальные нашли себе мужей и в стенах нашего, вернее, в нашем поселке, и, конечно же, вне нашего поселка, вне нашего округа. Александра Николаевна, вы построили. Дорогие выпускники, а вам мы пожелаем, чтобы вы никогда не забывали юности в прекрасные года. Спасибо большое. Спасибо. Иван Александр Николаевна еще. Подарили. Вам, выпускники 1965-го, 75-го, 95-го года наши преподаватели дали музыкальный номер. Степное танго.
светит и для нас с тобой целый день поет прибой. Прозрачное небо над нами, чайки летят над волнами, кричат, что будем снова мы с тобой, словно небо и прибой. Гляжу на заливы, ничуть не жаль, что вновь корабли уплывают вдаль. Плывут корабли, но прибой горит, не найти их счастливей любви. Пам-пам, 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 как же мне не веселиться, не грустить от разных. В нашем доме поселился замечательный сосед. Соседи не знали, не знали, что у нас сосед играет на корнете и круге. Я гляжу, и свет, ничего мне нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А у нас во дворе девчонка одна, среди шумных подруг. Неприметно она, среди шумных подруг, незаметно она. Я вижу и свет, ничего мне нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А у нас во дворе есть девчонка одна. Добрый двор, я с тех далеких пор 3 года не был мёд на милом этаже. А братики одна, теперь они уже горят для меня. Кому он когда-то много лет назад, очень молодым, приходил? Какое счастье быть полезным людям, учить его величество народ. Нести ему дар мудрости и знаний, и доброты своей сердечный свет. Нет на земле ответственнее призвания, почетнее и радостнее нет. Метет ли снег, шуршит ли осень, срывая желтую листву, учителя всегда с собой приносят и щедро дарят нам тепло. Кажется, совсем недавно, а ведь это было 4 года назад, вошли к нам в классы наши классные руководители. Сывлет Баткареновна Адамбаева. Мария Кармаевна Башинова. Так, ну прежде всего, лично от своего имени, от имени всех преподавателей, прежде всего, конечно, хочется горячо и сердечно поздравить своих выпускников, выпуск 95-го года, именно с праздником последнего звонка. Если Мария Гармаевна сегодня выпускает как классный руководитель первый выпуск, у меня 3-й выпуск. Ну и каждый выпуск, конечно, по-своему дорог. Ну и хочется вспомнить
Они пришли к нам в училище в 1991 году 31 человек. Поступили в первый А-класс. Выпускается в 1995 году 141-я группа Агентского педагогического колледжа. Ну, еще хотелось бы все-таки, если выразить несколькими словами, они, чтобы остались такими же душевными, такими же добренькими, такими же красивыми, и чтобы дальше их судьба была благополучной. Ну и самое последнее, конечно, прежде всего, чтобы они сдали государственные экзамены успешно. И кто на учебу, кто на работу, и кто где как может устроили свою судьбу. Конечно же, Цыпшит Потацевенна очень волнуется. 4 года вместе. И выпускается в этой 141 группе нынче 30 выпускников, 2 юношей и 29 девушек. Но один из наших парней служит в рядах российской армии. Ну и, конечно, они встали на путь учителя. Они выбрали профессию учителя 4 года назад. И, конечно, наше пожелание именно как учителей, чтобы они продолжили вот этот путь, не теряя, раз они выбрали, чтобы они стали настоящими воспитателями. И хотелось бы через несколько лет, но мог быть это 10 или 20 или 30, тоже с гордостью говорили, как сегодня говорят наши выпускники, 20-летним стажем или 30-летним стажем, что у нас столько-то выпускников с высшим образованием, доцентов, докторов и тому прочее. Добрый путь, наши выпускники. Но в 4-м Б-классе, это 142-я группа, заканчивает 32 учащихся. Это крепкие, молодые, очень хорошие люди. Я в эти минуты вспоминаю, как 4 года назад они пришли молодые, наивные, немножко напуганные в наше училище. Пришли некоторые с мамами, папами. Помню, даже некоторые провожали своих родителей, плакали. Помню, как мы знакомились с этим зданием. Первая наша экскурсия, это три этажа мы ходили, знакомились с кабинетами. Потом еще одна экскурсия в окружную библиотеку. Вот так в течение 4 лет складывался и сложился коллектив. В настоящий момент это очень дружная, хорошо сплоченная, можно сказать, семья. Это мой первый выпуск. Конечно, они очень дороги, я их очень люблю. И, конечно, я им желаю всего самого-самого наилучшего. Я уверена, что из них выйдут хорошие и преподаватели, и просто прекрасные люди. Ну, в общем-то, если можно сказать, кто-то из них не найдет работу, но я уверена, что они будут прекрасными мамами, прекрасными папами и воспитают таких же прекрасных детей, как они. Желаю им всего самого наилучшего, чтобы они сдали государственные экзамены и получили дипломы. Всего вам хорошего. С 1995 года благодарят своих классных руководителей. Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю поговорку, что иметь синицу лучше, чем грустить вожу.
Под вашим руководством мы постигали азы педагогического труда. Вам наш низкий поклон. И небольшие сюрпризы. Медаль вручается Бататырен Маритуевичу, вождю племени педагогов. Ювеналию Васильевичу за блестящий ум. Рине Цидендаржиевне за великодушие. За смелые ручки. Тамаре Дмитриевне за доброту души. Василу Амадоновичу за ваше чуткое отношение к нам. Евгении Бадмаевне за пунктуальность. Наржину Боевичу за ваш природный дар. Мурату Жаргаловичу за стройность. Батажаргал Покоевичу, великому велосипедисту. Александру Цидыповичу за скромность. Татьяне Дагбаевне за строгость. Валерию Ганчиповичу за приветливость. Сидык Давдиновичу за элегантность и тактичность. Владимиру Гавриловичу за любовь к природе. Разнакам Циреновне за олимпийское спокойствие. Владимиру Степановне за оптимизм. Марии Газмаевне за материнскую заботу. Анатолию Ладоновичу за требовательность и за юмор. Александре Николаевне за оптимизм и бодрость. Цывжин Бататыреновне за материнскую заботу. Туяне Вампиловне за нежный голосок. Самбу Бабуевичу за генеральский тон. Светлане Дагбаевне за неиссякаемую энергию. Нине Намбаровне Ихын Хурвал Этулу. Елене Александровне за просвещение. Кларе Семеновне за доброту. Тамаре Александровне за выразительное чтение. Анастасии Андреевне за педагогичность. Батажаргал Тавжиевичу за громкий голос. Нине Бахаровне за краски Востока. За оптимизм и нововведение. Забегжат Цыреновне, Нине Александровне, Хандама Алидуевне, Цицик Давжиевне, Римме Лыгдыновне. Потопа Дженимаевичу, Римчин Буденовичу, Екатерине Давжиевне, Наталье Иннокентьевне, Цицик Ципиковичу, Галине Роднаевне, Герману Георгиевичу. Не успели. Как пусть танцуют молодые, включая песни озорные. А вам, учителя, скажу, не жара наследникам нашим. Ну а те, кто 4 года жил в нашем общежитии, хотят тоже сказать слова благодарности. Дорогие наши работники общежития, хотим выразить вам глубокую благодарность за вашу поддержку в это трудное время, за то, что вы нам дали место в общежитии для проживания. И спасибо вам большое.
благодарим всех работников училища. Спасибо вам, учителя, за знания, что нам вы подарили, за щедрость бескорыстную, за добрые сердца, за все, чем души наши покорили. Спасибо, что вы нас любили. Спасибо, хоть строгими были к нам подчас, за то, что вы нас мыслить научили, за все, что сделали для нас. Искренне огромное спасибо говорим мы всем учителям. Желаем всем здоровья мы и счастья, улыбок побольше и сердцу тепла, и чтобы работа прекрасная ваша удовлетворение и радость несла. Вам, дорогие наши преподаватели, дарят свой музыкальный номер, наши студенты. Студенческие частушки. Узнавайте себя в этих Для выпускников 65-го года. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может навсегда, а может навсегда. Ты друга потеряешь, еще один звонок, и уезжаю я, а может навсегда. Ты друга потеряешь, еще один звонок, и уезжаю я. Последнее прости, с любимых губ слетает, в глазах твоих больших тревога и печаль. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль к ней направить поспешил, и в нее влюбился, и ее назвало прекрасной судьбы. Однажды ночью со молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одною
умолкла птичка на ветвях его души. Там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая камыши, цыганская ночь, за любимых ночь, по родству бродяжей души. Вперед от цыганской святой на закат, где горят облака, и глаза глядят бесприютной тоской багровеющие небеса. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание с орёй на восток. Как ветер заберет волна на лазурный ползая песок. И даем по тропе навстречу мечте, не гадая, или рай. Так и надо идти, не боясь пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой, кочевой на закат, горят облака, и глаза глядят бесприютной тоской багровеющие небеса. Как вперед за цыганской звездой, кочевой на свидание с орёй на восток. Своих преподавателей. Но сидящие здесь выпускники 75 и 65 годов, конечно же, тоже вспоминают тех, кто был рядом с ними в те годы. Пожалуйста, 75-й год. Вам слово. Сегодня действительно очень волнующий для нас момент. Мы не заметили, как прошло уже 20 лет, как мы закончили наше училище. И сегодня я с благодарностью вспоминаю своих учителей. Может, у них и за эти 20 лет прибавилось немного седин, но немного морщин, но для нас они такие же молодые, такие же дорогие, такие же любимые. Я вспоминаю нашу дорогую Лидию Ивановну, Клару Семеновну, Екатерину Дорживну, Радмилу Селеновну, Валентиновича и всех-всех, Цыпа Камыкуевича. Я всех вас от души поздравляю. Желаю от нашего выпуска вам здоровья, большого счастья,
И будьте всегда такими же молодыми. И учите наших детей. Вот почему я так говорю, потому что сегодня выпускница нашей школы, я работаю в Шарбайской средней школы, заканчивает это училище, это Дарина Ташанимаева. Вот сидит ее первая учительница, встаньте, пожалуйста, секунду, Станислав. Дарина, встань, пожалуйста. Вот ее первая учительница. И я классная руководительница Дарины, значит, которой я выпускала ее. Вот получается какая-то связь поколений, да, вот, нас учили и заканчивают наши ученики. Это, по-моему, очень хорошая, добрая традиция. Так давайте же будем жить вместе, дружно и учить наших детей. И благодарность вам, наши небольшие подарки. Спасибо вам большое. Еще я хочу сказать большое спасибо директору, который выпускал нас, это Селим Даржина Магоновичу. Это мы для него, мы первый выпуск, когда он начал работать директором. Спасибо вам большое. Со второго. Вот, двойная чашка. Мы сейчас вручали подарки учителям, которые с нами работали, а всему педагогическому коллективу у нас есть подарок — столовый сервиз. Мы уже слышали, что классным руководителем у выпуска 75-го года была Новикова Лидия Ивановна. Лидия Ивановна, вам слово, пожалуйста. Я хочу прежде всего поприветствовать выпускников 65-го и 75-го годов в стенах родного училища. Я очень рада встрече со своим классом. Для меня это встреча с моим дорогим, неповторимым прошлым. Я, конечно, волнуюсь. Люди живут в настоящем, вот, с текущими заботами, мечтают о будущем, строят планы, а о прошлом только вспоминают. И вспоминают при встречах и при расставаниях. Вот такая встреча, воспоминания о прошлом для меня сегодня. Я давно не работаю, с 82-го года, 13 лет на пенсии, но до сих пор помню свой последний класс. Вот сидящий перед вами — это класс, в котором я преподавала математику и была 4 года классным руководителем. Это мой последний класс. После него я уже классным руководителем не работала. И у меня с этим классом, с этими девочками связано очень много воспоминаний. Дорогих, конечно, для меня. Потому что для меня, для пенсионерки, остались только одни воспоминания. Они пришли в 71 году, поступили. Все деревенские девочки, значит, такие застенчивые, скромные, робкие. Мы тогда учились, занимались в старом корпусе, этого корпуса еще не было. Наша классная комната, если они помнят, был кабинет биологии на 2-м этаже, самый светлый, самый теплый класс. Мы в этом отношении были счастливчиками.
была большая, если можно так назвать, кафедра там, за которой учителя стояли, как будто бы возвышались над классом и смотрели свысока. Я помню, вот даже помню, кто где сидел. Вот этот класс именно, вот этот класс. Но Володя сказал, что я ругала много. Конечно, было и такое, но не так уж, чтобы это вынести на всенародное. Конечно, было за что ругать, наверное, и хвалила, и всякие другие приемы, способы применял. Это все так и должно быть в нашем нелегком педагогическом труде. Но я сейчас, вот с высоты уже прошлых, пройденных лет, уверенно скажу, что класс был послушный, значит, такой работящий. Много они в общественной жизни работали, в училище, общественной работой занимались, дисциплинированные. Ну, конечно, были такие моменты, попускали, уроки там двойки получали, но это же студенческая жизнь, это во все века, во все времена так и будет, и было, и за это, конечно, упрекать не надо. Но факт, вот итог-то какой, очень хороший. Я очень довольна. Вот сегодня, когда подвели итог, кто, где и сколько, значит, званий, значит, высшее образование, я, конечно, сама не подводила, они все это подвели. Я очень довольна. Наши труды педагогического коллектива не пропали. Да. Вот по своему классу я в этом сужу. И еще вот я хочу следующее сказать. С отдельными своими вот здесь присутствующими выпускниками, я и помню тех, которых сейчас нет. Вот с отдельными вот выпускниками я хочу конкретно познакомить аудиторию. Ну, во-первых, двое самых активных, это Римма и Модельма, извините, я так буду их называть. Они сразу, даже не дождавшись выпускного вечера, сразу ехали и поступали в Московский педагогический институт имени Ленина, закончили успешно. Мы в те времена связь с ними держали и приехали, значит, в училище. Вы их прекрасно знаете как активных работников образования в нашем училище. Поприветствуйте, пожалуйста. Сань Римма и Сань Модельма еще раз. Так, еще я хочу отметить одну бывшую нашу студентку. Вот сегодня мы даже разговаривали с преподавателями. Это Долгор Ордынеева. Встань, Долгор, пожалуйста, чтобы тебя увидели. О ней особо я хочу сказать. Когда она училась, она была замужней женщиной, 5 человек детей у нее было. И уже один из них школьником. И она училась лучше всех в классе. Мы всегда ее в пример ставили, всем остальным. На практике она замечательна. Ни одного урока она никогда не пропускала. По всем предметам занималась отлично. Вот, пожалуйста, пример для будущих учителей и работников образования. Долгор Ордынеева. Сейчас она работает. Она закончила заочно пединститут, физмат, но сейчас работает в Агахангельской средней школе, ведет начальные классы. Значит, верна. Вот здесь уже говорили о директоре Агахангельской средней школы. Ольга Бакополотова. Сейчас она Алхама Даржиевна Болгарова. Для меня она была Ольга Бакополотова. Она 10-классницей пришла к нам в группу, уже немножко старше их была. И она бессменным была комсоргом группы. Я считаю, это была правой рукой. Ей подчинялись все. Значит, она все организовала. Вот вообще-то комсомол. Сейчас, наверное, некоторые с сожалением, те, которые прошли это, смотрят. Вот даже Ольга, наверное, Бакополотова, нынешний директор Агахангельской школы, наверное, думает, какой большой помощи была комсомольская организация в школах, в училищах, везде. Сейчас этого нет. Вот как они организуют молодежь?
А раньше у нас комсомольская организация очень хорошо работала в училище. Всегда собрания, всегда какие-то смотры, какие-то хлопоты у них. И вот Ольга — это моя правая рука. Кстати, о Долгорце я еще забыла сказать, что она была как старшая сестра. Ее звали Долгор Абгай. Все. И она опекала прежде всего вот этого Володю. Он рядом с ней сидели, конечно, он всегда подсматривал, свистал. Я хорошо это помню. И вообще, наши студенты, я о тех временах говорю, всегда показывали образцы, конечно, хорошие, и поведение, учились хорошо. Конечно, бывало всякое, успеваемость и все прочее, но вот итог, мы будем по итогу. Я хочу обратиться, поздравляю вас с окончанием занятий. Перед вами еще, значит, будет целая серия экзаменов, потом получение диплома, и все торжества еще впереди. Но помните одно, будьте верны своей вот выбранной профессии. Вот посмотрите, вот 75-й год, они почти все работают в школе, все верны своей выбранной. Было уже сказано, настолько много пожелали сейчас. Я, во-первых, дорогие наши выпускники, от души, от чистого сердца желаю вам успешно сдать государственные экзамены, вступить на очень трудную дорогу, которая, конечно, нелегкая, трудная, не растерять в пути щедрость, доброту, любовь к детям. Ну и, как Лидия Ивановна сейчас сказали, верность, преданность своей выбранной профессии. Одним словом, в добрый, счастливый путь. Я поздравляю вас тоже с окончанием и думаю, что вы все успешно, дружно сдадите и получите дипломы. Ну, поздравляю своих дорогих коллег, выпускников 75-го года, которые, конечно, цветущие, как цветочки сидят, красивые, жизнерадостные, молодые все. Мне очень приятно, что мы сегодня вот собрались хотя бы 2 выпуска. В наш выпуск приехали очень мало, но все равно приятно. Мы, конечно, учились не в стенах этого училища, посмотрели училище ваше прекрасное, учиться можно. Мы учились в училище вашего общежития. Оно было холодное, сырое, темное, но для нас в памяти оно все равно осталось добрым, хорошим, прекрасным, светлым, как будто бы всегда у нас было солнце тоже, тепло. Поэтому я еще раз хочу поздравить коллектив педагогический этого педучилища, именно педколледжа. Здесь сидят наши преподаватели. Анастасия Андреевна, большое спасибо от чистого сердца, от всей души. Здесь сидит Тамара Александровна, тоже ей большое спасибо. Она нас провожала. Тамара Александровна, спасибо вам огромное. Вы последние нас на автобус садили. Больше никого уже не было, до сих пор это помню. Спасибо вам большое. Молодцы, до сих пор бодрствуете. Спасибо большое Дагбе Чиновичу, он сидит тоже среди нас. Наш тоже первый был учитель по музыке. Был у нас учителем Сергей Жамбалов, но почему-то мы его не видим сегодня. Он, видимо, не пришел. Наша уже очень пожилая была тоже Нина Петровна Мясникова, классный руководитель. Но, видимо, настолько она сейчас, может быть, плохо чувствует себя, мало ли что бывает в преклонном возрасте. Она даже не смогла сегодня прийти, хотя ее тоже приглашали. Мы вам тоже выражаем большое, искреннее, чистосердечное, огромное спасибо. Дай вам Бог здоровья, пожить еще подольше, порадоваться. Ну, и еще я очень хочу попросить всех о чем? Среди нас в данный момент нет многих преподавателей. Во-первых, наш первый директор, и он был последний директор этого педучилища, Борис Львович Лига.
при нас, он нас последних выпустил. Он уже 2 года как умер. Нет среди нас преподавателя нашего, любимого Георгия Александровича Попова. Мы его очень любили. Здесь присутствует его сын, он, видимо, работает у вас, приятно. Нет среди нас преподавателя Александра Георгиевича Чижова, которого мы тоже очень любили. Нет среди нас Виктора Николаевича Долгополова, который у нас вел физкультуру, всегда нас бодрил, заставлял, всегда весело олимпиады, эстафеты проводил на всю жизнь, которые нам запомнились. Поэтому я прошу почтить память вот этих наших преподавателей педучилища, которых нет среди нас, минутой молчания. Садитесь, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я еще не знала, что, оказывается, еще Едыгин Матвеевич Малоцагаев тоже уже нет в живых. Это тоже был наш любимый преподаватель. Ну, еще раз огромное спасибо всем преподавателям, большое поздравление всем выпускникам. Желаю вам счастливой, светлой дороги. Будьте счастливы! А еще к нам точно. Тамара Жанна. Тогда ничего, Андрей. Нас, выпускников 65-го года, очень мало здесь, поэтому я хочу представить все-таки всех. Известная даже не только в нашем округе, но и во многих городах нашей страны волейболистка Неля Андреевна Борисова. Это она самый активный, что ли, член команды «Забайкалочка», которая проехала по городам Сибири, Дальнего Востока и вообще в каких только городах она не была. Уже во время того, когда учились здесь, в нашем училище. Потом поступила в Читинский пединститут, закончила его, и сейчас работает в Первомайске тренером в детской спортивной школе. Лариса Владимировна Колмакова работает учителем начальных классов в Шерловой горе. И еще у нас мужчина Валерий Иванович Намаконов. Работает он в пожарной части. У него год или 2 назад дочь закончила наше педагогическое училище Намаконова Лариса. Она сейчас работает в Горосуниверситете, да, Валерий Иванович? Как видите, тоже вот эта цепочка, связь есть. Ну и слово имеет, я сама тоже, да, выпускница 65-го года, Лариса Владимировна мне подскажет. И слово с воспоминаниями о тех годах имеет Тамара Александровна Якшина. Да, конечно. Тут сказано очень много всего хорошего, замечательного, так? Вы знаете, даже не верила, что нам придется встретиться. Так прошло много времени, казалось бы. И в то же время не так много. И вот когда вы приехали и вспомнили 60-е годы, 70-е годы, я их очень часто вспоминаю. Знаете, от вашего приезда, от ваших встреч с вами, от ваших слов повеяло той эпохой. Чем же замечательна эта эпоха, которую я каждый день вспоминаю и говорю среди своих коллег? Это какая-то романтика, это какой-то голубой туман, о котором говорил Лев Николаевич Толстой в романе «Анна Каренина». Это какие-то чувства, это какая-то любовь, это какая-то нежность, это какая-то вера.
вера в какое-то прекрасное, и мы не знаем, чего это будет, но мне кажется, мы жили такой воодушевленной жизнью. И вы знаете, это просто неповторимое такое время. Это очень редко такое бывает. И особенно это наблюдалось в пределах Огинских степей. Вот в нашем училище такая атмосфера. Вас я очень помню. Вы сегодня вспомнили добрые слова, мне сказали, и спасибо вам всем. Я немножко вас порудил, но Григорий Матвеевич, которого вы так любили, он говорил, Тамара Александровна, все равно зла никому не желает. Пошумит, поругает, но действительно, я понимала, конечно, что и у нас были прекрасные наставники, Борис Львович, Григорий Матвеевич, которые очень хотели только добра всего, так, и добро у нас всегда помогало. Я вспоминаю вас мальчиком и не могу, вот, знаете, представить, философ, астролог. Я его порудила и заставляла приходить на уроки. Но я мирилась с этим, мы были чудаки. Он раз идет, два и три, и все равно придет, и все равно хорошие оценки. Потому что у него была прекрасная улыбка и доброта. И у всех у вас. Спасибо вам, всего хорошего. Замечательно, что вы приехали и пришли, что я с вами встретилась. А я с вами работала немало, правда? В этот вечер в танце карнавала я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в наших светившихся рук. Где потом мы были, я не знаю, только помню губы в тишине, только те слова, что убегая, на прощание ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если ж нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недаром холодок, оставленный в скамье, тронутый ласковым загаром, руки обнаженные твои. Неужели не вернется снова этой летней ночи за дверь? Тебе попадется снова руки обнаженные твои. Если любишь, найди, если хочешь, найди, этот день не пройдет без следа. Если ж нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если ж нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. Свою песню дарит и Цик-Цик Цыбикович. Торжественный день. Я даже заволновался. Покраснел. Очень радостно. Это 75-й год выпуска. Я вас хорошо знаю. Вы так же, да, но, наверное, молодым был, хотя, видите, я сейчас каким стал. Но я попробую, спеть бурятскую песню, так сейчас популярная песня «Амарарек и Шик».
Заместитель директора по учебной части Ювеналий Васильевич Никонов. А вы устали? Я не совсем понимаю, что я должен объяснять. Но, наверное, все-таки немножко понимаю, что, наверное, надо объяснить, какова система, в которой мы сейчас работаем. Вот постоянно упоминается сегодня слово «Огинский педколледж». Хотя более официальное, и мне, например, больше нравится название «Огинское высшее педагогическое училище». И потом уже в скобках «Огинский педколледж». Почему так? Хотя мы высшего образования не даем своим выпускникам, но мы даем им, будем давать, вернее, образование на уровне первой ступени высшего, первой ступени. И наши выпускники педколледжа, те, которые наиболее успешно закончат его, а выпуск у нас состоится через год, они могут поступить по договору сразу на 3-й курс Читинского и Бурятского пединститутов. То есть здесь у нас они пройдут курс, освоят предметы на уровне 1-го и 2-го курса института. И хотя они получат диплом о среднем специальном образовании, но это будет более углубленное, более расширенное, более основательное образование. Это наша 2-я ступень. А вот 1-я ступень, которую сейчас упомянули, это лицейские классы. Лицейские классы созданы в колледже с 2, так сказать, целями. Первая цель – это так, чтобы, проучившись 2 года в стенах педагогического колледжа, в обстановке, приближенной к будущей профессии, они сами могли определиться, соответствует их наклонности, желаний и так далее выбору будущей профессии. Для этого они знакомятся с вводными курсами педагогики, психологии и так далее. И 2-я задача, или 2-я цель, это уже наша, педагогического коллектива, посмотреть, оценить, отобрать наиболее достойных для того, чтобы они продолжали учиться дальше. И вот в этот год, в общем знаменательный 95-й год, у нас 1-й выпуск из классов лицейских. Они сейчас, сегодня заканчивают занятия, сдают государственные экзамены, получают аттестат зрелости, как в обычной средней школе, но имеют некоторые преимущества для поступления в педагогический колледж и для продолжения учебы. Поэтому я от имени всего педагогического коллектива наравне с выпускниками 65-го, 75-го, 95-го года поздравляю и 1-й выпуск в истории нашего педколледжа, выпуск лицеистов, лицейских классов. Поздравляю! Классными руководителями в лицейских классах были Нина Намбаровна Дашицеренова и Дашима Раднаевна Церемдаржиева. Нина Намбаровна, пожалуйста, вам слово.
выпускников, для работников, для гостей. Очень торжественный, праздничный день. Во-первых, конечно, хочется поздравить выпускников 65-го, 75-го, 95-го годов с этим праздничным днем. Но у нас он, конечно, традиционный день, праздник последнего звонка проводим. Вот. Поэтому хочется поздравить от имени лицейских классов и от себя лично наших старших выпускников и нынешних выпускников с этим праздником. И пожелать здоровья, благополучия, успехов в работе. А нашим 4 А и Б классам, конечно, пройти должным образом, ну, конечно, очень хорошо, заслуженно пройти, так же, как наши старшие товарищи, свой жизненный путь начать и пройти на одном дыхании, Виталий Васильевич рассказал про наши лицейские классы. В этом году для нашего училища, конечно, это первый раз в жизни нашего, наверное, училища. Мне тоже роднее слово училище. Выпускаются лицейские классы. Ну, и Виталий Васильевич вам рассказал, посвятил вас всех, какова цель была приема этих классов. Но, однако, мы за эти 2 года прикипели душой к этим классам. Мы уже привыкли, учащиеся породнились с нашими учащимися. И что очень хорошо, это то, что все из этих 2 классов, почти все учащиеся хотят, желают остаться у нас, поступить, значит, в наши классы. Кто в F класс, кто в S, кто в D, кто на школьное отделение. И на последнем педсовете мы решили принять все-таки 2 школьных класса, 2 школьных отделения. Так-то по плану мы должны были принимать 1 класс, но так как, значит, мы еще объявляем конкурс выпускников школ округа, ну, еще, значит, у нас свои учащиеся, поэтому идем решили, значит, мы принять 2 школьных отделения, класса, 2 школьных класса. Поэтому есть большая надежда остаться и А классу, и Б классу в нашем училище. Конечно же, мы сегодня немножко их обошли, но я вас заверяю, через 3 года мы вам устроим грандиозный праздник последнего звонка. Если мы поступим. Мы надеемся, что вы поступите. Постараться нужно поступить. И, конечно же, в жизни нашего училища тоже впервые 1 июня мы будем раскрывать, как для всех выпускников, школьных выпускников. Поступит, отберут кого-то в колледж, а кто-то и поедет сам по своему желанию поступать. Но я хочу благодарить своих учителей, которые вот эти 2 года нас учили. И хочу благодарить свою классную руководительницу Дашиму Раднаевну. И вот лицейским классам 2 А и 2 Б я хочу пожелать, чтобы они постарались, и сдали хорошо экзамен и поступили в наш педколледж.
Я, ребята, студент. Я люблю тебя, жизнь. С напутствием имеет директор нашего высшего педагогического училища Батацилен Маритуевич Маритуев. Разрешите мне, во-первых, обратиться к выпускникам 65-го, 75-го годов за ваши теплые слова, теплые пожелания в наш адрес, в адрес всего училища, в адрес педагогического коллектива, преподавателей в частности. Приходите к нам, заезжайте, мы вас всех помним хорошо, историю мы знаем училища. Для того, чтобы нам развиваться, мы понимаем, для того, чтобы нам развиваться дальше, нам надо знать прошлое. У нас есть музей образования на 3-м этаже. Мы бы очень хотели, чтобы и вы кое-что там попомнили. Ну и напомнить, что 65-й год выпуска — это сильнейшая волейбольная команда, в Российской Федерации была. Вот. Но вы все видите, какие они стройные, сейчас даже и могут сыграть в волейбол. Но спасибо за подарок, который вы подарили. Оказались вы очень практичными, нужные вещи подарили. Мы их будем использовать по прямому назначению. Но в этом году наше училище заканчивает 62 выпускника. Наш педагогический коллектив сегодня в какой-то степени подводит итог своей работы, 4-летней работы с нашими студентами. И я должен с уверенностью сказать, мы очень довольны сегодня нашим выпуском. Это очень красивые, как видите, очень симпатичные, добросовестные, умные девчата и юноши. Вот, например, Емельянова Оля принимала участие на областном слете отличников учебы среди средних специальных учебных заведений, где ей была вручена премия 50 тысяч рублей. Недавно 4 наших выпускника, Дадаева Байырма, Шайонова Долвар, Базарова Иржина, Дашнимаева Юна, принимали участие в областной студенческой научной конференции, и Дашнимаева Юна, Базарова Иржина, их подарили спортивный костюм, денежные премии по 25 тысяч рублей. Постоянно добивается успехов в учебе
И вот в общественной жизни активное участие принимает училище. Вот такие наши студенты, как Бальжинимаева Ирина, Илманова Наталья, Устинова Татьяна, Нарсонова Эльвира, Сухомлинова Елена, Жапова Сыслик, Петракова Елена, Лупсанова Таня, Гармажапова Байырма, Дашнимаева Дарима, Сутнамжамсоева Ольга, Цыбенжапова Цицик, Вазыргуруева Дольжин, Гринчинова Циндума, Царендашиева Дарима, Цыденова Сындыма и многие-многие другие. 11 выпускников получили у нас подготовку для работы по системе развивающего обучения по Занкову. Образование было и будет величайшей ценностью человечества. Советская школа была и будет одной из лучших в мире. Нам бы сегодня очень хотелось, так же, как и наши выпускники 65-го, 75-го годов, наши нынешние выпускники, у наших нынешних выпускников, удачно сложилась бы педагогическая деятельность. Но впереди у вас ответственная пора, государственные квалификационные экзамены, успехов вам в сдаче их. Разрешите мне от всего педагогического коллектива всем и гостям нашим, и нашим дорогим выпускникам пожелать вам бодрости духа, оптимизма, бодрого настроения и успехов во всем. По традиции разрешите мне тут за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни коллектива наградить почетной грамотой студентов Базарову Уржену. Вот тут еще денежная премия в размере месячной стипендии. Бальжинимаева Ирина. Устинова Татьяна. Нарсонова Эльвира. Петрякова Елена. Дашнимаева Дарима. Цыбенжапова Цицик. Шайонова Долгор. Базарбуруева Дольжин. Сындыма. Еще раз всего самого доброго вам всем. Краска, в которой пока еще нет ни строки. Звени над прошедшим и над настоящим, над всем, что берег я и что я не сберег. Звени же над детством моим уходящим, печальный, прощальный, последний звонок. Еще раз мы желаем вам, дорогие выпускники, успехов при сдаче государственных экзаменов. Еще раз мы желаем вам
выпускники 65-75 годов, творческих успехов в работе. Мы желаем всем сотрудничества с учениками. Будьте добрыми, энергичными, сильными духом. Дарите радость от обучения с вами, от общения с вами, окружающим вас людям. И помните, что ваши успехи, ваша радость – это успехи и радость тех, кто был рядом все эти 4 долгих и таких коротких года с вами. Не забывайте родное училище. Приходите, приезжайте, пишите, звоните. Мы всегда рады будем встрече с вами. Ну что ж, ребята, добрый час. Дорога дальняя у нас. Держаться за руки мы будем и счастье на земле добудем. Где? Вот. Тудупов. Это же это. Хорошевери же он долгое время. Тудупов. Я же как него, он умер. Вот Тумунов. Так. Еще. Ну, дошли, Мадаржич, знаете, конечно. Ну, вот. Еще вторая часть вот там.
Вот здесь отличники народного образования какие, значит. Так.